Чувашии уже действует система поддержки участников спецопераций и членов их семей. Для детей бесплатное питание в учебных заведениях. Семьи участников СВО освобождены от платы за дошкольные образовательные услуги. Также детям предоставляются путевки с полной оплатой за счет средств бюджета республики для отдыха в лагерях и санаториях. Организована медицинская реабилитация участников СВО. Сейчас в Фонде защитника Отечества бойцы и члены их семей могут получить и бесплатную юридическую помощь. Разобраться в законодательной системе без помощи специалистов бывает непросто. Это понимают и в чувашском отделении Фонда защитники Отечества. Именно для прояснения интересующих бойцов и членов их семей вопросов туда пригласили специалистов, организовали бесплатную юридическую помощь. Вопросов, конечно, у каждых много, разного плана. Решить сиюминутно каждый вопрос не получается. Но не сегодня, так завтра эти вопросы решатся. Фонд, конечно, не сможет решить сам один самостоятельно. Поэтому к нам на помощь приходят наши коллеги. Сегодня на помощь пришли юристы республики. И мы предоставили нашим бойцам и членам семей бесплатную юридическую помощь. Елена, супруга бойца СВО, столкнулась с тем, что ей приходится платить за детский сад, в который ходит ребенок. Сложности возникли из-за того, что муж является военнослужащим военной части другого округа. Сейчас решением этого вопроса будут заниматься специалисты фонда. Я считаю, что семьи, у которых мужья, отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции, нуждаются в такой поддержке, помощи, так как рядом нет никакой опоры на данный момент. Поэтому очень хорошо, что есть такой фонд, который поможет решить какие-то важные вопросы. Сергей Гришин участвовал в спецоперации. Год назад ему пришлось вернуться на малую родину. Сейчас у него возникли вопросы по получению мер поддержки и льгот. Поэтому и обратился в Фонд защитников Отечества. Алексей Борискевич был ранен, когда защищал территориальную целостность России в спецоперации. И ему тоже необходима помощь специалистов для получения всех положенных мер поддержки. Пошли на штурм на Николаевку в Луганской области. Там снайпер меня подстрелил. А второй уже в Донецкой, под Бахмутом. Открывали новую дорогу на Новомихайловку. Там мина прилетела. Так, ничего страшного. Ребра только поломал, и все. Броня спасла. Обратился в фонд, и спасибо фонду, начинают помогать. Уже какая-то продвижка по делу пошла. Сейчас Республиканский фонд защитники Отечества организовал юридическое сопровождение, чтобы бойцы смогли получить все положенные меры поддержки и льготы. Такие встречи с различными специалистами сотрудники планируют организовывать ежемесячно. Сергей Качинский, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Национальное телевидение Чувашии.